Пахнет красный, поэтому добрый путь 25 числа, да? Да, 25-го пойдет. 25 пойдет по расписанию. Долгой и счастливой полетной деятельности. Сергей Анатольевич, в общем-то, достаточно рядовое мероприятие в рамках развития... Уже рядовое для республики мероприятие. Да, в рамках развития компании «Авиатранс», по сути дела, системно развиваемая авиакомпания и пятый самолет долго ожидаемый. Сегодня мы на него можем посмотреть как на подарок к Новому году республики. По сути дела, через неделю самолет уходит в плановый рейс и начинает работать на развитие и пассажироперевозок и в регионе, и на развитие компании. Поэтому мне хочется доложить о таком знаковом событии в развитии авиатранспортной системы региона. Что, я вас поздравляю с этим событием. На самом деле для нас это, хоть Николай Николаевич сказал, что уже практически рядовое событие, но это знаковое событие, учитывая, что мы сегодня переживаем не совсем, так сказать, благоприятные условия. Надо сказать, что у нас есть понимание, что мы делаем и для чего мы делаем. Устойчивая работа предприятия, особенно в таких условиях, для нас важный показатель в большей степени стабильности развития и региона, и компаний, которые работают на развитии региона. Авиатранспортные сообщения в силу географии, протяженности, в силу доступности определенных территорий для нас крайне важно, я бы сказал, жизненно необходимо. И то, что на сегодняшний день наш авиапарк пополняется, конечно, здесь есть в том числе, безусловно, очень важная, большая заслуга это коллектива компании. И устойчивая работа предприятия, невзирая ни на что, вы знаете, что это все-таки лизинговые платежи, это с учетом курсовой разницы, действительно значительное увеличение на бюджет компании, но тем не менее работа компании, расширение авиапарка и увеличение соответствующих маршрутов, полетов, расширение географии позволяет нам быть уверенным в перспективе о том, что мы будем выходить на устойчивую, бесперебойную работу. Ну и, конечно, с учетом отдельных обстоятельств мы хотим ожидать от компании при ее непосредственной работе. Это снижение дотационности именно на авиационную деятельность. Понятно, что у нас есть особые моменты, связанные с повышением безопасности в аэропортах, увеличение соответствующих, так сказать, там, определенных требований сегодня происходит. И мы, конечно, должны этому следить и четко соответствовать в рамках закона. Поэтому здесь, безусловно, будет перенесен определенный акцент на содержание, на поддержание, на усиление мер безопасности и в аэропортовой деятельности. Ну и, конечно, для нас важно это меры безопасности в полетах. Поэтому здесь у нас особый приоритет, особые усилия с тем, чтобы все у нас проходило штатно, без каких-либо, не дай бог, чрезвычайных ситуаций. Поэтому в этом плане, я думаю, что с компанией сейчас у нас окончательно согласовывают соответствующие планы. Вот. Ну и что могу сказать? Очень приятно, что сегодня это все происходит, что это нам дает еще раз убежденность в том, что мы на правильном пути и нужно в любых ситуациях только работать и получать конечный результат. Сергей Анатольевич, Николай Николаевич, вы сами признали, что ситуация в стране и в республике сложная, а мы эмбраеры покупаем. Зачем? Значит, я не хочу сказать, что мы эмбраеры покупаем зачем. Мы эмбраеры покупаем потому что. Знаете, есть такой ответ. Потому что для нас важно, еще раз говорю, комфорт обслуживания наших пассажиров и нашего населения. Более того, это межрегиональная авиация. Это авиация, что называется, подскока. Понимаете, да? И в этой ситуации, на сегодняшний день, учитывая, что мы видим, как сегодня тяжело компаниям
широкофюзеляжными самолетами, с большой вместимостью, то сегодня те самолеты, которые мы покупаем, они как раз крайне оптимальны, я бы такой даже термин употребил, с точки зрения выполнения необходимых рейсов, особенно внутри региона и межрегиональные перевозки. И сегодня рачитые хозяева, именно в авиакомпаниях, они делают упор на такую авиацию. Поэтому и все меры стимулирования на федеральном уровне и поддержки именно таких компаний, потому что мы понимаем, чем больше у нас будет в такой ситуации наполняемость, и чем выше мы будем, условно говоря, обслуживать, да, и по качеству, тем, естественно, люди будут просто пользоваться этими перевозками и давать нам соответствующую устойчивость этих направлений. Поэтому здесь и география, и сами параметры самолета, и соответствующее качество, и подготовка пилотов, и все, что происходит сегодня, это оправдано, абсолютно просчитано, и есть в этом абсолютная уверенность в том, что мы на правильном пути, как я уже сказал.